эпоху фастфуда и модных современных кулинарных трендов, сменяющихся друг за другом с молниеносной скоростью, есть люди, чья важная миссия – сохранение культуры и традиций своего народа. В нашей студии сегодня человек, который на протяжении многих лет бережно сохраняет, записывает осетинские рецепты, и в этом году в свет выходит энциклопедия осетинской кухни, о которой сегодня нам расскажет ресторатор и этнограф Ян Дзгоев. Ян, добрый день! Здравствуйте. Ян, мы не будем делать вид, что мы с тобой не знакомы. Мы с тобой очень-очень много лет общаемся и дружим, столько не живут. Действительно, поэтому мне особенно приятно, что сегодня ты здесь. Скажу сразу, ждали тебя давно, потому что хотелось презентовать эту книгу, но мы очень надеемся на Арден Фабашзан. И в этом году она наконец-таки увидит свет. Дай Бог, дай Как Бог. у тебя дела, настроение? Слава Богу, все хорошо, настроение отличное. Книга уже в издательстве. Работаем с редакторами, с иллюстраторами, с фотографами. Я продолжаю ездить по Осетии. Вот собираюсь поехать в Моздокский район, в Ленингорский район. Ну, если Бог даст, до Турции доехать. То есть живем, пообщаться с нашими соотечественниками тоже. И, может быть, еще по ходу уже дополнить какими-то рецептами, ну, терминами, может быть, какими-то. О книге мы сегодня будем говорить, и будем говорить много, и ты поделился с нами уникальными фотографиями, общения с жителями дальних сел. Но вот первый вопрос, с которого практически всегда начинается наша программа, это вопрос о том, что готовила мама, а в твоем случае еще и папа, потому что у тебя папа был шеф-поваром. Какие самые любимые или памятные блюда из детства вот сейчас сразу всплывают в памяти? Ой, если я скажу, что у нас культ еды был в семье, это я ничего не скажу. Ну, культ еды не так, что вот количество еды, а именно ассортимент еды. Вкусный ассортимент еды. Ну, у меня отец был, знаменитым шеф-поваром, ну и мама была кулинаром. Ну, так как у нас многодетная семья, она все свои годы посвятила нам. Поэтому у нас всегда были первое, второе, третье. Это было всегда. И компот. Ну, вот компот, да. Чтобы сказать, что какое-то блюдо было любимое, ну, я не скажу, потому что мы ели все. И мясо, и рыбу, и овощи. У нас все было по сезону. Хорошо вы жили, я тебе должна сказать. Слава Богу, слава Богу. И если мама готовила, например, котлеты, она делала их 100 штук и закладывала в холодильник, потому что у нас большая семья, плюс наши племянники, студенты, кто всегда с нами, значит, вместе они жили, с нами, значит, ели. И если хинкали, то это 50-60 штук за раз. То есть вот такой. А отец тоже любил не просто вкусно поесть, он больше любил вкусно угостить кого-то. То есть у нас постоянно у нас постоянно в доме были гости. Вот Сослана Плиева рассказ есть, я с ним поделился историей, и он называл эту историю «Завтрак». Она как раз про отношения отца и матери. Когда отец завтракал, там мама человек на 10, на 15 готовила. Потому что он всегда говорил, не дай бог, кто-то утром придет и видит, что я яичницу ем с 2 яиц. Это стыдно, я всю жизнь едой занимаюсь. И вот папа, если завтракал, то это было на 10-15 человек. А потом мы это как бы тоже ели, и соседей мама приглашала. Отец был, можно сказать, первым из тех, кто вот он мне еще в 86-м году вот предсказал все, что сейчас происходит в общепите. То есть вот тот же кейтеринг, выездные мероприятия, то есть то, что будут отмечать и делать все в ресторанах. То есть все это из дома будет уходить, это все будет делать в таких общественных пространствах. Вот. Ну, а мама не хотела, чтобы я стал кулинаром, я должен был стать скульптором. Учился в художественной школе. Вот откуда у тебя любовь, да? Да, папа сказал, что художники – это не совсем хорошая профессия, на ней особо не заработаешь, а ты старший брат, поэтому я вот начал с ним работать сначала в овощном цехе, потом перешел в холодный, в мясной. То есть я курс молодого бойца получил там буквально за 2 года, с 15 до 17 лет. 18 лет я с ним уже поработал на серьезном производстве, и вот так ушел в армию. Ян, когда говорят об осетинской кухне, то, как правило, почему-то принято думать, что это всего лишь осетинские пироги, зыкка, лавжа, возможно, сахтон, безусловно, арака.
ты даешь понять, что остинская кухня разнообразна, огромное количество рецептов. Я так понимаю, что будет пятитомник, да? Да, будет пятитомник, но пятитомник это не блюдо, как пятитомник, а первый том будет это блюдо. Второй том, вынужденно так получилось, что блюдо нужно привязывать какие-то к ритуалу. То есть раздел «Ритуальные блюда», то есть это переходит уже в другой том. Третий том – это приложение к второму тому, где будет подробно расписано утварь, там, мельничное дело, молочное дело, значит, заготовка мяса, такие вот вещи. И четвертый том – это уже устное народное творчество, пословицы, поговорки, детские термины. Кстати, дзыка – это детский термин «сыр». И поэтому это блюдо начали называть дзыка. А раньше просто назывался, вот дегорцы говорили, тир-ди-фонг, то есть вареный сыр. Элементарно. А дзыка это вот ласкательное как бы такое получилось. И дзыка, поэтому дзыка называют, детский термин. То есть детские термины, загадки детские, там это все будет иллюстрировано с красивыми иллюстрациями, фотографиями. Какая прелесть. И пятый том это остино-русский, так можно сказать, толковый словарь будет. То есть, если есть какой-то термин, слово, словосочетание, там обязательно идет ссылка на каких-то классиков остинской литературы или какой-то научной работы, часть там, все это мы использовали. И русско-остинский словарь, то есть вот такой пятитомник, чтобы можно было не искать, почему дзыка называется дзыка, там будет написано. Почему сахтон называется сахтон, там будет написано. Очень легких путей ты не искал. Нет, так получилось. Я просто хотел собрать блюдо. Была книга 1978 года Чешиева, дай бог им в памяти светлой. Они первые, кто это все собрал. Была книга первая 1931 года, она называлась «200 блюд для колхозников». Там тоже какая-то часть была остинская. И остальное все было разбросано. И плюс то, что я сам собрал мой отец. И вот вокруг меня то, что готовили. Мы это все собрали. И вот уже один том получился большой. Это очень здорово. Сегодня мы будем готовить несколько блюд. Расскажи, что это будет и что нам для этого нужно. Мы будем готовить солянку по-моздокски. Ее еще терская солянка называют. В терскую добавляют картошку, а в эту солянку не добавляют. То есть солянка это будет готовиться из осетрины, которая раньше водилась в тереке. Вот я хотела спросить, слушай, богатая рыба, которая, вот у меня бабушка всегда каф, да? Каф, да. На самом деле это вот какое-то старинное блюдо, имеющее к осете отношения, потому что это все-таки очень... Нет, оно имеет к осете отношения, как зафиксированное блюдо, я его смог зафиксировать, то есть в Моздокском районе, оттуда мне дали. А так, кафе-харинак, то есть баш, то есть ухась, она всегда была в ассортименте. Осетрину солили, делали балыки, то есть икру умели солить. Осетрина поднималась сюда, вот ее здесь ловили. И ее использовали и в ритуальных целях, потому что были какие-то постные дни, и если это приходилось на праздники, то, значит, мясо не использовали, отваривали кусок осетрины и с 3 пирогами приносили помолиться. Вот, поэтому будет солянка из осетрины. Ее можно из любой рыбы делать, но классический вариант из осетрины. Будет, значит, старинное блюдо, это Кударское ущелье. То это есть вот это, да? Да, я могу сказать, для меня это было большое открытие. И вообще уже лет 20 я не говорю, что вот такого у нас не было. Потому что я готов ко всему. Это называется, трава называется калак-ода. Ее вот такими косами плетут, и плетут в 3-4 человеческих роста. Это плетут вот вместе с веревочкой. А вот есть какое-то русское название? Или... Ароник называется на русском. Эту плетенку плетут, потом сушат. В свежем виде невозможно есть. Горечь, абсолютно невкусно. А вот в сушеном виде, и вот они уже знают, там метр или полметра отрубить, чтобы определенное количество приготовить. Я ее не готовил, мы сегодня будем готовить. То есть ты решил на нас эксперимент провести? А почему на вас? Я с вами вместе буду участвовать. Да. И третье блюдо, это урктай толан называется, то есть соус бешамель. Использовать будем с почками. То есть остинский соус бешамель, это толан. Это наш соус, да?
Это толан, шуран, цуран и много. То есть там 5 видов. Вот ты про лавже говорила. Да. Лавже – это кабардинское слово. Это то же самое соус молочный значит, на муке или на сметане, сметаной с мукой. Это лавже, это кабардинские названия. Мы его как-то восприняли, и у нас лавже превратился просто в суп с картошкой и мясом. Да-да-да. А лавже – это соус, который, значит, в основном с курицей готовили кабардинцы. К нам это перешло, потому что культурный обмен. Так. И запьем вот натуральным кумалом. То есть Кумал это квас. Чтобы квас, вы имели в астинский виду, квас. да. И он, вот этот кумал, который сейчас есть, это цах-кумал, то есть прозрачный. Ага. А когда его готовят, то есть вот основная часть кумала это вот эта, значит, кукурузная мука или овсяная мука, которая варится, а после брожения она оседает вниз, и там такая белая масса бывает. И вот нижняя часть называется ораш, а верхняя часть цах-кумал. Цах это не зеленый, Да. цах это прозрачный. Прозрачный. На астинском языке цах это прозрачный. Даже не спорю. Что делаем? Командуйте Так, парадом. я буду заниматься рыбой, а ты вот, значит, Давай. помидорчики. Надо будет тут штучку эту и удалить семена. Семена надо удалять с помидоров обязательно, потому что семена помидоров это то, что когда вы блюдо вспоминать начинаете, вот это вот кислота, дает да? Кислота, брожение, поэтому их надо убирать. Ну, перегородки я оставляю, да? Да, тут мякоть мы оставляем, семена только убираем. Ну, их еще чистят, но я их никогда не чищу. Я рыбу заранее подготовил. Вот эти штучки здесь называются на осетрине, они такие опасные, жучки называются. Вот они. Ну, я их уже почистил заранее до передачи. Сейчас я эту шкурку для бульона закладываю. Сейчас вот немножко лука туда кинем, пусть поварится. Ян, как вообще, с чего вообще возникла идея, ну, не просто собрать там книгу, а вообще заняться изучением астинской кухни, поиском каких-то интересных, почти утерянных рецептов? Как давно ты этим занимаешься? В 95-м году я готовил к открытию свой первый ресторан. Кстати, первый ресторан авторской кухни. Можно я скажу? Ян Альбертович в кулуарах имеет прозвище «Тигр общественного питания». Правильно я говорю? Да это шутка была. Ну, это шутка, но тем не менее очень приятно. Очень приятно. Итак, 95-й год. 95-й год, и мы, значит, составляли меню для ресторана авторской кухни. То есть я хотел убрать все, что было вот в книге рецептур, то есть как в Советском Союзе готовили, это все хотел от этого отойти. И стал собирать рецепты. Мне нужны были рецепты вот от бабушек, от соседок, от живых людей, которые дома готовят по-своему, не привязываясь к книге рецептур. То есть книга рецептур СССР – это такой, как свод законов для общепита. Да? И я хотел от всего отойти. Ну, как база, конечно, мы ее использовали, потому что все расчеты и калькуляции тогда делались, это все было вручную, никаких электронных систем учета не было. Бухгалтера работали со счетами, с поварами. Все это мы прорабатывали, делали. А получилось так, что рецептов собралось столько, что я их как-то стал немножко систематизировать. И очень интересная ситуация иногда получалась так, я куда-то прихожу, а ничего нет, телефонов же не было. И на салфетках, на спичечных коробках. Один раз я на стене рецепт записал. Да ладно? Кирпичом. Где-то я стоял, и вот мужики варили мясо. Они, кстати, этот рецепт я записал, они готовили, значит, называется фарш лужак, селезенку по-своему. Ну, это в шинтахай. И они ее чем-то там напичкали как-то, что-то на шампура одели. И это была такая вкуснятина. И это все собирал, а вот уже ближе, уже получается 27 лет. У Афанбира супруга Елена Евгеньевна, она говорит, что ты, надо это все систематизировать. И она стала первым редактором. Она стала это все собирать, как-то мои все эти труды, тетрадки. Я половину уже не помнил. Слушай, ну вот есть у нас такая любимая группа в запрещенной социальной сети «Вкусный Владикавказ», и Михаилу Ткаченко большое спасибо за нее, конечно, где конечно. жители республики, и не только люди, которые подписаны на эту группу, выкладывают свои рецепты, блюда, которые они готовят
готовят, и вот как только появляется какой-нибудь условный борщ или ЗК, да, пишут: нет, вы делаете неправильно, на самом деле рецепт вот такой, а моя бабушка готовила вот так. На самом деле я понимаю, что интерпретаций, да, блюд столько же, сколько же и семей, в которых их готовили. Вот были блюда, которые тебя очень удивили, поразили, или о существовании которых ты даже не знал? Ну, одну я тебе уже описал, но интересная история была, вот то, что ты говоришь, там социальные сети, есть САПа такая. Информационное агентство. Информационное агентство. Они обратились ко мне, и, ну, Ян Андреевич, как вы собираете рецепты, расскажите. Я говорю, а давайте вы со мной поедете. И мы поехали в Хумалак, там, значит, фамилия Псхациева, а мама у них Сгоева, на Харафрата. И, ну, они меня ждали, у них такой домашний музей, и мама знает очень много старинных рецептов. И она мне рассказала такой рецепт, маленькие пироги, круглые, называется, кстати, у вас Осетия рисо, жарваток. Да, ласточка. Ласточка. Она мне говорит, жарваток-то нартачили. То есть к прилету ласточки, когда ласточки прилетали на свои места, она им делала маленькие 3 пирога, выносила мою самошку-то. Вот как вы нас застали в этом году, в прошлом как нас оставили, все у нас хорошо. Дай бог, чтобы вот следующий год было так же. Да. И все это записал, и, ну, САПа это выставила в интернет. И тут пошли комментарии. И один из комментариев был такой: а мдаджи даришь, видно, что женщина в возрасте написала. Я ей отвечаю, мдаджи есть, ну, на кукурузной муке. Она ей отвечает, она должна быть на просеной муке. Мдаджи это осетинское название халва. То есть мы ее халва называем, используем уже, а мдаджи это старинная, вот. Ну, вот тебе. А Мише дай бог здоровья, потому что сколько Миша делает для Владикавказа, для Осетии, ну, мы столько не делаем. Да, дай бог ему здоровья. Это интересно. Так, что делаем дальше? Добавил, добавил немножко, вот я специально собрал, я их называю коренья, но это стебли, всякой зелени, петрушки, обязательно. Вот, это для сейчас, аромата, да, для бульона? Это бульон, чтобы насытился, да. Я нарезал порционно осетрину, да. Ты все помидоры сделал? Ну, давай еще, если нужно, у меня ты молчишь? 5. Вот огурцы нарежь. Огурцы я обычно чищу, но тогда большие бывают. Да. А сейчас нет, их просто надо будет вот срезать краешки. Пополам, салыштагнулыка. Ян Альбертович, ты, кстати, первый герой, который к нам пришел со своими продуктами. Обычно всегда либо ресторан, либо мы. Мне так легче бывает, потому что я знаю, что мне надо. Да. Вот. А ты, кстати, первый, кто с часами, с кольцами. Готовит, да? Я все жду, когда ты мне сделаешь замечание. Да. У меня было кольцо обручальное, я его сюда повесил. Убрать, да, Ян Альбертович? Ну, уже не надо уже убирать. Не надо? Уже это мы все сняли. Вот. Это же санитарные Если нормы. Если честно, я с самого начала передачи прям ждала, думаю, сейчас он мне скажет, когда ты это снимешь. Сейчас... Я хочу красиво быть. Нет, мы же сами это будем есть. Так как сейчас знаменитые шефы и кондитеры, они с этими часами, с браслетами, как они работают, я не знаю, запрещено. Да, по нормам я понимаю, Санпина. Конечно. Безопасности, все это, конечно, на профессиональной вот под кольцо убирается. попадет кусок, чуть-чуть мыла хозяйственного, а ты что-то помешала. Ну, давай для зрителя я скажу, что мы обязательно моем руки, выходим из кадра, да, все чисто. Так, что мы делаем с этим? Это вот смотри, вот так возьми. Не надо мелко, надо, чтобы видно было, что ты кушаешь. Вот так ты просто порежь, а огурцы вот так сделаешь, пополам. Ну, шиканамса покрупнее. Давай. Все. Принято. Все. Сейчас в любом блюде самое главное это соус или поджарка. Да. Как в Южной Осетии Гаджион говорила, которую мне вот Калакода показала, это в селе Ницон. Она рассказывает рецепт, говорит, жарить на канен. Жарить это, то есть пассировка, да, жарить от русского слова. Они вообще сливки не говорят сметана. Это, говорят, хахута. Слушай, а куда тебя вообще занесла еще вот вся эта история? Были какие-то села, о которых ты не знал? Да я половину сел не знал. Серьезно? Я Селенецон не знал. Это Сослан Хугай, мой товарищ. Да. У него там живет дядя. Обалдеть. И он говорит, ты же, говорит, хотел в Южную Осетию съездить, давай съездим. А я хотел попробовать знаменитый цонский сыр. То есть там уникальная рецептура. Это вообще нужна отдельная передача про сыры рассказывать. И попал в семью Хугай.
Бугаевых я. Второй мой визит был, это в Сюмюбетеевых я попал к Мухару. Они живут там недалеко друг от друга, но технология приготовления одна. И вот это 1800 метров, по-моему. И там такая красивая такая лощина, она так их называется, Кахр. Заезжаешь, Кахр-Зуар, вот это уникальная природа, и у них какая-то трава своя. То есть вот этот, например, Мухар Бетеев мне рассказывал, что коровы 3 разные травы едят. И вот этот сыр, это все. Я был в Германии, я слышал про Ерман, но я не думал, что там люди живут. 2200 квадратных метров. То есть там тоже сыр делают. И как мы туда ехали, это отдельная история. Супругу мою теперь называют Елена Ерманская. Елена Прекрасная, называют ее Яна Бертович. Мы ехали на ее машине, с нами наш товарищ Тидеев Валера ехал. И мы уже из машины выходили, просто перед ней шли, потому что там очень плохая была дорога. Но мы доехали. Мы доехали, посмотрели, пообщались. Можно было позвонить по телефону, но это нечестно. Нужно вживую людей видеть, чувствовать их. То есть у меня есть еще там немножко фотографий, я их руки фотографировал. Ян, а вот скажи, когда сейчас публикуют фото наших бабушек, может быть, их там мам-бабушек, они совершенно другие, какие-то лица более одухотворенные. Вот эти руки даже в морщинках, да, уставшие от работы, но они какие-то очень красивые руки. Я вот про кого я рассказывал, Да. Гаджон, да? Ага. Она Гагиева, по-моему. Мгм. Вот я ее руку на свою руку положил, Да. и мягкая, как вата рука. Да. Ну вот эта рука, она вот когда это 8-килограммов сыр вытаскивает, ну это же нужно 70 литров за раз заквасить, подоить там 10 коров. Я спрашиваю, а сколько у вас коров? Пираносто, да сеттаманисто. 10 только у него, понимаешь? То есть 30 есть- было 10. Есть классная история, когда какую-то крестьянку в селе спросили, что она думает об Анне Карениной, и она сказала, корову бы ей, а лучше 2. И жили без депрессии, да, в горах? Да, да. И тут же небольшой огородик, тут же у них какие-то вот, кстати, ЦК там подают обязательно или свежие овощи, или соленья. Овощи. Обязательно. То есть у вас заухар и нагу, то есть тяжелая еда, и они подают обязательно овощ. А соленья у них никак, там огурцы подают. Хоть и сартохар. А что это? Это в книге будет. Я вам сейчас все секреты расскажу здесь. Слушай, я больше чем уверена, что люди, которые нас смотрят, заметили среди бутафории, которая нас окружает, вот такой вот какой-то уникальный, удивительный продукт, я не знаю, как его правильно назвать, там сверточек, тыковка, которая висит здесь. Что это такое? Расскажи. Это мой подарок моим друзьям. Это собственники вот этого прекрасного заведения. Это называется фью. Ага, Фью – это внутренний жир. ага. То есть, когда я шел забой скота, то есть такая пленочка жировая, ее снимали аккуратно, и весь внутри, который жир был, это все солили, вместе все это завязывали, вывешивали выстояться. То есть, это или над очагом было, он чуть коптился, или на воздухе в тени где-то. И вот сколько ты сделал кушер, так-то столько фью-то у тебя висели. Когда приходил, это как сколько у тебя сейчас, сколько у тебя сейчас телевизоров в доме. А это сколько сал фьюдами, то есть уаяш баркаду ди, уаяш хорзина танамуди. И вот я даже вот здесь чуть, почему я что-то надрезал, и мы сегодня отсюда кусочек отрежем, тоже кинем в поджарку. Эта еда была как сказать, быстрая энергия. Горцы же работали, им некогда было там вот разносолами заниматься. Быстро они куда-то это добавляли или в кашу. Если в волибах не добавляли фью, то мужчина раньше говорил «хадмал срахаш, тай хадмал забахмам рахаш», то есть с фьюом. Фью – это быстрый жир, это быстрая энергия. Они утром кушали с фьюом и шли работать. Это я дарю своим друзьям. Я, конечно, хочу сделать особый акцент и сказать слова благодарности руководителю Меркадо Групп Тамерлану Гаспаровичу Засееву и в целом прекрасному ресторану «Хохак», который гостеприимно принимает нас. Это наши партнеры. Ну и, собственно, сам Бог велел сегодня здесь снимать, потому что ресторан имеет тематическую направленность. Тамерлан Гаспарович, кстати, у него есть уникальная коллекция утвари, да, старинной. Я думаю, она одна из самых лучших.
Ян, кстати, группа компании Меркадо, в частности, ресторан Хохак, Торне, Хида Куш, они являются партнерами и твоей книги. Я понимаю, что создание подобной энциклопедии – это, кроме того, что, конечно же, огромные энергозатраты, но плюс еще это, наверное, какая-то, да, финансовая ответственность. Вот кто помогает тебе в создании этой книги? Кому-то хочется сказать слова благодарности? Я хочу сказать слова благодарности очень многим. Да. Но на это нужна отдельная передача. За 27 лет, вы представляете? Первый человек, который вообще в этом проекте стал участвовать, это моя супруга. Она очень хорошо знает русский язык, у нее 5 была по-русскому. И она стала редактировать мои тексты. Вот мои каракули, как-то это все систематизировать. Вот. Вся моя семья, все мои братья, племянники, все задействованы. Племянницы, бабушки, дедушки, тети, их знакомые. Все люди, которые делились со мной рецептами. То есть каждое село это было что-то. Я приезжал и свое какое-то гостеприимство. Особенно Южная Осетия. Он с тобой даже говорить не будет. Он сразу скажет Кабаролохарам. И все, и Кабарахарам, я у него остался, и там же... Конечно. Я потом Куда стал чуть-чуть так, немножко вытаскивать их на улицу, мажам кино и мажам мидама салонной. И они себя чувствовали неудобно. А серьезную поддержку мне мои друзья оказывают. Это вот компания «Снежная королева», мой товарищ Алан Сагараев. Значит, Сослан Хугаев, есть такой просветительский фонд Зангарок, который вот именно в направлении национальности, когда он узнал, что я этим занимаюсь, он сказал: Ян Альбертович, чем тебя поддержать? Я говорю, мне нужно, например, какие-то вещи оплачивать, то есть и фотоматериалы, и иллюстрации, это все дорого, потом все вот эти визиты, поездки. Вообще Южную Осетию он для меня открыл. Кстати, Засеевы, там братья в Квайсе, вот все жители Квайса там во главе с деловой администрации. Потом семья вот Бетеевых, Хугаевых, Тигиев Сергей, мой друг, которому я уже не говорю, что я приезжаю, потому что он обязательно придумывает какие-то застолья, и он, кого хочет увидеть, он меня довозит. Я это поздно понял. Как-то я с ним сидел где-то, я говорю, а где закуска? Он говорит, и здесь белый инжир, а здесь синий. И вот мы сидели, пили вино, ну, классно. Ну и вот сейчас, буквально до Нового года, я с Тамерланом встречался, показал презентацию книги, какими-то идеями поделился, и получилось так, что он о том же думал, о том же говорил, вынашивал те же идеи, как-то это все у нас совпало. И именно Торне, Хохак и вот Хида Куш, это сыроварня. И у меня там есть какие-то идеи, что там можно воплотить на основе вот нашего труда. Ну и Тамерлан обещал мне помочь. Дай Бог всем, кто хотя бы вот, я не знаю, стакан воды мне подал, дай Бог здоровья, потому что это нужна отдельная передача. Конечно, конечно. Будем сейчас готовить поджарку. Ну, я все сразу добавил. И морковку, и, значит, не церемонился особо, все крупно, да? Да, все крупно. Надо видеть, что ты ешь. Когда салат делаешь, что крупно порезано. А ты мелко, когда не видишь. Это ты сейчас будешь мешать. Чуть-чуть, когда поджарится, можно будет вот отсюда жирок снять. Вот посмотри, какой здесь жир уже. Посмотри. Вот здесь. Да. Этот жирок снять и туда добавить. И пусть он тушится, и будем готовить. Вот это основной ингредиент. Осетрину использовать нельзя. Это осетрина. Ее просто кинь с солью. Вот. А вот если это ты сейчас сожгешь... Подождите, блюдо не получится, я буду виновата? Ну, конечно. Так, надо мне теперь за этим следить. Давай мне какой-нибудь чем мешать. А мешалка, вот она, я тебе же поставил. Вот все. Я не посмотрела. Все, продумано. Рыба любит укроп. У нас нет ни одной приправы. Вот эти прованские травы, вот это сухой. Это все свое, да? Зечин, перчик. Перчик такой сухой, черный перец, соль, перец. Когда есть свежая зелень, вот это все не нужно. Да, прованские травы, это хорошо. Ну, кому-то мыло. Мне страшно подумать, что ты чувствуешь и что ты комментируешь, когда ты ходишь в новомодные рестораны. Вообще, как ты относишься к молекулярной кухне? Пробовал? Очень хорошо отношусь. Это ты сейчас лукавишь. Нет, молодцы, дай Бог им здоровья. Ну, я такое не ем, да? Я не ем, но у нас такая молодежь, это на такой уровень нашу кухню подняли. Кстати, я понимаю, про кого ты говоришь. Это на самом деле ребята, с которыми мы когда-то начинали наш проект.
Это замечательные ребята, Модерн Шеф, Георгий Валиев, Алан Джиоев. Прекрасные ребята, с которыми нам тоже очень комфортно работалось. Ян, мне кажется, сюда еще маслица бы, нет? Конечно, право, Айма. Сейчас тащи сковородку. Давай. Вот мы сюда сейчас жир добавим. Уже здесь жир есть, видишь, она яхада. Ян, скажи, пожалуйста, у вас дома кто чаще готовит, ты или Елена Евгеньевна? Елена Евгеньевна. Серьезно? Она лучше меня готовит. Да я тебе ладно, серьезно. вот ты шеф-повар потомственный, и ты признаешь, что женщина готовит лучше тебя? Ну, мне вкусно. Если мне вкусно, она лучше меня готовит. Она блины печет из всего. Лен, прогиб засчитан. Из всех ингредиентов, вот даже не сочетаем, она может блины сделать. На самом деле я готовлю первые блюда, Ага. потому что наш младший сын Альберт, он иногда может сказать, это не папа готовил, тарелку отодвинул. Да ты что? Но первые блюда у меня получаются хорошо, и они ему нравятся. Он у нас как эксперт. То есть, если Альберту нравится, ну, еда получилась. А так супруга готовит, конечно. Не до еды бывает. Я же в творчестве сейчас. Как она сказала, когда я упустил этот момент, что ты писателем стал? Я вроде за ресторатора замуж выходила. Ну, вот так получилось. Так, я сейчас достаю уже вот, ну, может, обрезки, но это самые вкусные части рыбы. Они уже готовы, чтобы не переварить. В кулинарии самое главное не пережарить, не переварить, не пересушить. Не до, чем пере, да? Кстати, вот фамилия Гаглоевых их называют хомхорта. Почему? Это в книге тоже будет, потому что они мясо любят вот полусваренное. Они Гаглой там дамша, зиза, харгеев, оси, оно еще с котла не выйдет, они уже оттуда горячее брали, кушали. И вот их поэтому хомхорта Они не называют. обидятся? Или они сами про себя это знают? Да? Бекоевы тангхорта называют, потому что они любят пироги из кишок. Есть тафтхорта, есть каденсхорта, картофхорта. И пофамильно, и по селам это разделяется. И это тоже будет в книге. Слушай, Ян, вот сегодня, когда в разных городах России под брендом «Осетинские пироги» продается непонятно что. И, конечно, ну, нам бывает очень обидно, неприятно, что люди реально будут думать, что это классический традиционный осетинский пирог. И все еще ведутся ожесточенные споры, с какими начинками пироги есть и с какими начинками в Осетии пирогов никогда, собственно, не было. Вот скажи, пожалуйста, пироги с курицей, с грибами, это все же история не про нас? Как не про нас? Все-таки про нас. Я же тебе в начале передачи сказал. Я уже 27 лет не говорю, у нас с этим не было, потому что у нас есть совсем пироги. И с курицей тоже. А с курицей, значит... Ну давай честно, семьи- где ты в Осетии, в каком селе ты ел пирог с курицей? В Осетии? Пирог с курицей? Не просто с курицей, а с куриными крылышками, Да пожалуйста. с уткой, Да ну пожалуйста. с внутренностями гуся. Я съел разные пироги, но даже пироги с грибами. Грибы, картошка, мясо, с овощами. Ел разное. Нельзя говорить, у нас такого не было. Нельзя говорить, это вот не осетинское, не традиционное. Если мы будем так говорить, то мы масло называем налха. И гарачи. Грузинское гарачи, налха – это вайнахское слово. Налха. А у нас называется хомсарф. Сарф, Или да. суп мы называем лывжа. Это хархуп. Да. Хархуп. Хархуп – это то, что постное, Ага. без мяса. Это то есть хлюпают громко. А хармхуп горячее – это значит что-то мясное. У нас свои названия есть. Ну, наверное, его сложнее говорить, потому что поэтому лывжа получилось. Когда итальянцы смотрят, как мы делаем их пиццу, они, наверное, тоже плачут. Или японцы свои суши смотрят. Это уже идет в мир. И дай бог здоровья тем, кто просто берет и старается делать осетинский пирог. А мы должны способствовать тому, чтобы наша культура шла в массы, и чтобы люди приезжали, брали мастер-классы, смотрели, как это делаем мы, и делали осетинские пироги. Но осетинские пироги, как пироги, вот, которые мы привыкли есть сейчас, вот это осетинский пирог, можно его забрендировать. А то, что вот готовили в оливах это способ приготовления, уолфицка, то есть печеный наверху. Это не пирог, значит, с сыром или чем-то, это печеный наверху, способ приготовления. Все народы Кавказа его так готовят. Просто на сухой сковороде, потом допекали в зале,
А мы, когда уже столкнулись, пошел обмен культур, то есть русская кухня, казаки, когда мы узнали, что такое печки, когда мы уже не пекли не в зале, а в печках стали печь, тогда уже вот остинский пирог, вот на каком сейчас уровне есть, можно забрендировать, сказать, манаю ирон. А так это общий кавказский, то есть хлеб делали все, давай сюда я тебе добавлю, потушишь. Вдруг испорчу, он же сказал, буду виновата я. Вот сейчас вода, когда уйдет, Да. можешь добавить помидоры. Есть какой-то рецепт, который безвозвратно утрачен ввиду того, что, ну вот условно, не растет уже какая-то трава в ущельях или какие-то специи не достать, не знаю. У нас как утраченный считается, ну, вот, например, Ну, то есть вот рецепт сохранился, но ты его уже не приготовишь, да? Напиток, нет, рецепт сохранился, но рецепты как писали? Например, многие рецепты вот пишут, я с бабушкой Варей разговариваю в Квайса, она лучше всех там делает араку, она классик. Остинской раки, значит. И она говорит, высший сорт хоздаров, первый сорт офтанакуса, мажан кадыш куса. Когда, я говорю, готово, вот бражечка бывает, она говорит, яхику баварза вот. И вот этот яхику баварза, да, яхику баварза, я же это должен в технологию перевести, то есть мне надо методом тыка. А вот это вот примерно то же самое, когда они поженятся между собой, вот когда русская, да, версия? поженятся, каразику баваржу, да, то есть там какие-то ингредиенты соединятся, то есть эти термины вкусные, ну их же надо перевести в рецепт. Например, напиток ронг. Да. Все пишут, что он утерян, это медовый. Но есть пивовар, технолог знаменитый Олег Хайф, который свою версию ронга и не одну версию уже восстановил, и он любезно поделился. Потом есть такой напиток, как алутон. Да. Ну, алутон как бренд, ребята вот пиво выпускают, ну, это немножко не то. Рецепт описывается как, что туда добавляют курдюк, добавляют туда, значит, баранину. И вот мы пришли с Олегом Хаевым к такому мнению, что это все-таки был не напиток. Слово «лутон» — это чудесная еда, что-то такое чудесное, необычное. Это был какой-то концентрат, вот как сусло пивное бывает, типа киселя, которые хранили и по мере необходимости доставали там кусочек этого киселя, холодца, разбавляли там, например, вот квасом или водой и доводили до брожения или употребляли как еду вот в дорогу. В дорогу всегда брали, есть же такой термин, хармачин, хашиманцон, то есть легко нести и кушать вкусно. Это толокно брали, жареное зерно, муку из жареного зерна, и брали вот напиток, например, кумал и алутон. Вот он чуть этого алутона, чуть-чуть этого толокна налил вот, и такой сделал ханцу, остинский суши, кстати. Суши? Суши остинский, суши же тоже, да, ханцу называется, такую штучку сделал, съел, запил квасом. То есть раньше же было так, если человек работал, чтобы не насытиться, получить энергию. Такие блюда, как щир, вот, и вот то, о чем я говорил, калуа, это блюда, которые не жевали. Их просто окунали там в топленое масло или там, значит, в сметану, во что-то, просто глотали и чем-то запивали, чтобы получить энергию быструю. А обедали тоже мало, а вот ужинали капитально. Первые блюда остины кушали ночью, перед сном, чтобы с утра была энергия. Но это в горах. А мы уже сколько лет живем на равнине. И поэтому, когда говорят, у нас борщ тоже наш национальный, у нас 3 рецепта борща, только архонского 2 рецепта. Один архонский просто классический рецепт, ну, там есть свои секреты. Один архонский борщ с... Ну, это же уже такие не классические наши народные, это уже ассимилированные. Я не говорю, что это классическое, но это наше блюдо уже. Почему? Потому что это остинская кухня. Земле. На нашей земле одно, и мы это кушаем 70 лет, 50 лет. Об этом уже пишут, об этом все знают. И наши бабушки это готовят. Наша кондитерка, то есть медовик. Да. Вот медовик я кушаю, я не помню, наверное, с 5 лет. На Чонзуди, Уолинска, Мильзахтевне. Я на каждый день рождения готовил медовик с прослойкой чернослива. Да. Это же уже наше блюдо, а оно описано в нарском эпосе. Да, ты что? Мы дамашта, шата наш котта, арцама дамашта, маса каразил шеварта. Здесь тоже 3 медовые лепешки. Вот медовик, обалдеть. Вот остинская кухня. Добавляем
в бульон соленые огурчики. Смотри, чтобы кольцо-то туда не упало. Не упадет. Конечно, Ян, ты не относишься к категории мужчин, которые скажут «макуха и молот». Так, мы сейчас закладываем сначала сырую рыбу в кипящий бульон. Я ее уже порционно нарезал. И потом уже добавим рыбу, которая у нас варилась для бульона. Она уже вареная. И в конце добавим эту рыбу. Так, я все добавил. Да, я пошел руки мыть. Значит, Ян Альбертович, командуйте мной. Сейчас вода закипает, вот здесь бульончик. Половину добавь, обжарь. Ну, так, чтобы такой кремовый цвет и начнет пахнуть орехом грецким. Значит, это уже будет тогда готово. Я пока лук нарежу. Как сказал Ян, мы готовим осетинскую версию соуса бешамель, правильно? 100%. Он называется тулан, толан, цуран, шуран. Кстати, шуран мы готовили здесь. Да, у нас была многократная чемпионка мира, Европы по армрестлингу Ирина Макеева. Она готовила просто превосходный супчик. И, кстати, у нас есть такой, ты знаешь, внутренний рейтинг самых вкусных блюд, приготовленных в эфире. И наши операторы, которые в конце дегустируют, признали Иру пока чемпионом в этой весовой категории. Потому что это наивкуснейшее блюдо. Да. И у меня подгорает. Видимо, я вроде уже и меньше сделала. Не подгорает. Она не подгорает. Это тебе так кажется. Она сейчас скомкуется, а потом яхияваться. Да? Яхикубаваржа. Вот. Это просто в муке своя влажность. Поэтому ее жарят, чтобы вот этой тягучести не было. Выпарить, да? Ну, муку для этого жарят. Вообще жарили зерна, просто цакута называются. Их просто жарили, и потом мололи, просеивали. И это тоже была еда. Ее с чем-то мешали. А пуши цакута – это попкорн. У нас и попкорн есть. То есть его смешивали с медом или просто так кушали для детей. Ян, а ты испытываешь вот какое-то чувство грусти, досады от того, что, ну, давай честно, как бы сейчас мы не боролись за сохранение вот этой части культурного наследия, оно все-таки безвозвратно утрачено. То есть понятное дело, что любой остин, наверное, будет считать за счастье или за честь иметь эту энциклопедию остинской кухни дома, но вот готовить по этим блюдам вряд ли будут. Ну или будут немногие. Да, какие-то рецепты готовить не будут. Там, например, есть раздел блюда из диких трав. Да. Опять же, тут надо переходить к сахараджину. Да? Сахараджин – это блюдо, это то, что делают с ботвой, но не с ботвой, свеклы. Да. Сахара – это слово, которое обозначает всю зелень, все, что растет в огороде. Серьезно? Сахара, да. А блюдо, которое мы готовим, комбалышев называется. Сахарадон, да? Да, сахарадон, да. Понятно. А вот те пироги, которые уже добавляют там лебеду, крапиву, они уже называются кардакджинт. То есть это слово тоже вот оно было, и мы его зафиксировали, будем использовать. Например, дигорцы готовят ритуальный пирог на Троицу. Авт кардагемой захарагун. То есть сахарадин с 7 травами. Так, добавляю уже вареную рыбу. Да. И почти уже у нас готово. Самая жирная часть, брюшки, это самое вкусное бывает. Слушай, какой у нас прям вот нажористый, да? Ян, никогда не возникало принять участие в каких-нибудь телешоу? Приехать вот со всем твоим багажом знаний, умений куда-нибудь на центральное ТВ и сразиться в кулинарной битве шефов? Сражаться? Сражаться? Я могу сразиться вот в том, что я умею. Есть специалисты так, как бы узкого профиля, например, в кондитерке я слабак, я вообще ее не знаю. Я до сих пор учусь и удивляюсь, как люди такие красивые вещи делают. Как это? У меня нет соперников, потому что я не соревнуюсь. Почти. Зачем соревноваться? И вообще, надо уходить красиво, потому что сейчас такая молодежь, кто за ними успеет? Ты посмотри, что они делают. Кстати, визит патриарха был, и у него, кто-то там приезжал, и кто-то из команды
тамошний, московский, он мишленовский повар. И он удивлялся, вот наши обычные домохозяйки, то, что готовили, пироги, там Как это что-то вкусно, приготовили. да? Как вкусно, говорит, как по-домашнему. То есть надо возвращаться к классике. Но Но. идти надо вперед, и жидким азотом надо заливать. Я за это. Я за это. Я Хорошо. могу базовые знания какие-то дать, но то, что ребята, как они идут, дай бог здоровья. Какая красота будет. Теперь нам нужна кастрюля, чтобы была горячая вода, и мы вот будем переходить вот к этому уникальному блюду, я про него уже рассказывал. Сейчас какую-то часть мы а вы будем готовить калакодат захтон. Ага, Я его ел, ага. но не готовил. Ага. Готовим первый раз. Давай попробуем, да. Ты в истории. Я в истории, ребят. Значит, мы кладем... Как называется? Калакода. Калакуда. То есть вот эти косички калакуда, Да. это мне в ЦОНе Гаджион дала кусочек вот этот. Ой, я представляю, если они все будут смотреть, как им будет приятно. Я это привез для того, чтобы сфотографировать. Ну, Ага. для Для нас ты сделал, да? Да, вот эти ингредиенты дай 3 домохозяйкам, у них разные блюда получатся. Абсолютно, И да. это классно. И нельзя говорить, что вот такого у нас не было. Или вот мы в тесто это не добавляли. То, что касается ритуала, да, должно быть как положено. Но когда человек занимается творчеством, и почему бы фэчэн не сделать с овощами? Ну почему? Или почему не сделать дигорский халамулафиткон? Там, то есть разного мяса смешать. Почему не сделать? Ты знаешь, я помню, когда-то что-то готовила в запрещенной соцсети, выкладывая рецепт, и, естественно, добрые комментаторы там поспешили сказать, что так не делается, надо было добавить то-то, то-то. Я говорю, ребят, я готовлю для своего сына, а он любит именно так. Вот ему вкусно. Тут ситуация такая, как вот эта женщина позвонила, мдадже вае еушады, то есть из просяной муки. А я ее сделал из кукурузной, потому что мне этот рецепт тоже дали. А может, есть еще и из овсяной муки. Ну, никто этого не знает. Кстати, у нас очень много названий и, значит, терминов, которые пересекаются с названиями разных народов. Например, вот кулич Да. русский и осетинский гул. Они одного предка имеют. Иранское слово кул. То есть кул. Клёвый. Да, то есть маленький хлебец называется кулча, ну, кулич. А у нас гул остался. Гул – это хлеб овальный, круглый, разные формы. То есть гулзык-гул – это именно вот кулич. А гулзык-зул – это артас уже, это как бы церковное. Слово фд у нас это слово обозначает мясо. Мясо. А иранское слово пит – мясо. У русских было старославянское питати – кормить мясом. От этого питаться – пища. В общем, прошло в виду. Очень-очень много. С разными народами, ну, про масло я уже говорил. Скажи, пожалуйста, на исторический факультет ты поступил вот в связи с этим? Тебе хотелось иметь диплом для того, чтобы говорить об этом со знанием дел? Не просто диплом, а как я приду, кто я? Да, я технолог. А чего ты в историю лезешь? Ага. Или в этнографию? А вот у меня есть диплом. Какая у тебя, кстати, дипломная работа? Тема какая? Ну-ка, ну-ка. Молодежное движение 68-го года. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Про себя любимых я понимаю, да? Ян, смотри, мне нужно убавлять. Не-не, пусть варится. Вот прям вот такая высокая, да, степень кипения? Или Шаттау. шаттау? Да. Там по рецепту его нужно откидывать на дуршлаг, но ничего страшного. Так, я выключаю айсаттау. Да, прекрасно. Все, потушил. Добавляю черный перец. Ты знаешь, вот сейчас смотрела на эту косичку, и у нас же тоже разная технология приготовления осетинского севжесахтона, да, ну для тех, кто не совсем понимает, это такой вот соус, как приправа к основным блюдам из листьев перца, и на самом деле приготовить его достаточно трудоемкая работа. Вот моя мама делает его фантастически вкусно, и мои друзья, которым он нравится, мне как-то подруга приехала из Москвы, говорит, возьми у мамы рецепт, я обязательно сделаю. Когда мама начала ей объяснять, что и как это долго, она говорит, не-не-не, тетя Таир, пару баночек для меня.
Ну, вот сейчас ты говоришь, Да. севшезахтон. Да. Термины, которые должны быть, убрали, а оставили только перец. Севшезахтон – это соус из перца. Ага. А севжекаттезахтон, севжешофтезахтон. То есть это вот туда. Но мы этот термин убрали. Кстати, севжекаттезахтон мне поправили и в лабе сказали. Там таких 5 прекрасных в возрасте женщин. Они мне столько рецептов дали. Они там в лабе, например, вот наш классический суп ханкал с молоком, они туда добавляют черный перец. Я не мог понять, пока я сам не добавил. Ну, именно свежий. Вот, Кстати, толчок. мы сюда не добавили ни зечин. Я добавил но черный только перец, Ага. а зечин сюда не добавляю, потому Нет. что рыба зечин не любит. Перчик не нужен был. Перец я добавил. А ты попробовал у нас соль? Достаточно? Я не пробовал, ты добавила, Ой, там мало. еще есть огурцы, добавят, если надо будет. Так, нам нужна сейчас сковородка. Мы будем делать жарить. Что, за жарку опять, да? Немножко масла на горячую сковороду. Да, я тебе вот сейчас лучок кину туда, а все остальное ты будешь делать. Давай. Но Гаджион сказала, жил жарить на канон. Ага. А я чувствую, что надо. Надо, да? Да, потому что я там суп попробовал, ну, он вкусный был, но мне не хватало. Ну, когда уже до полуготовности будет, вот чуть-чуть сливочного масла. Хотите, чтобы блюдо было вкусное? Первое, второе. В конце кусок сливочного масла. Нигде не помешает. Кашу маслом не испортишь. Да. Ян, а какой был самый неожиданный источник информации? То есть понятно, что ты ездишь по селам, принимаешь рецепты, которые передаются с поколения в поколение. Все-таки вот неожиданное место, неожиданный человек, а может быть не человек, какая-то старая тетрадка где-то, не знаю. Их очень много, но особо, который мне запомнился, Да. это у меня записано в книге «Селезенка по-андиевски». Ага. Царство небесное нашему знаменитому чемпиону Сослану Петровичу Андиеву. Да ладно. Его рецепт? Его рецепт, и мне его передал его родственник. Сослан Петрович приехал, у них есть андиатакау, это в Куртатинском ущелье, и там было празднование жаринонных шазварно, и как раз кушар сделали. А по астинской традиции все, что касается подготовки к ритуалу молитвенному, нельзя есть до того, как это старшие осветят. Но в Шинтан, вот эта селезенка, фарш и лужак, Да. как бы она, их доля бывает, и они ее быстро готовят. У меня их несколько рецептов, именно там есть раздел «Блюдо у костра», Ага. арт-раш. И вот один из его родственников, он Андиев, он мне рассказал, а Сослан Петрович готовил вот так. То есть он готовил, он ее делил на 2 части, накладывал туда овощи, то есть какие-то ингредиенты, потом это сажал на шампур, потом это вот сам долго жарил, он это сам нарезал, выкладывал на блюдо, и потом они собирались и по одной выпивали. Ну классно же. Да. Сослан Петрович Андиев и блюдо. Так, теперь нам нужна будет вода. Масло в кастрюле. добавляем или попозже? Опять же, масло можно будет вот сейчас добавить. Забах, шмат возьмем, вкусно будет. Ян Альбертович, приверженцам ПП вот на это точно не смотрите, не есть такой Что? шматок масла. ПП это вот ПП. ПП это просто не есть. Ага. Нету ПП, нету. Ну как же, здоровое, Нет, овощи, а белок, нет, ну, не жареная кому-то пища. это подходит, кому-то не подходит. Все организмы разные. Мы живем в разных. Владивосток, Владикавказ на одной широте, ну там холодно. У нас холодно, в горах холодно. В горах нужно кушать жирное. Жирное не будешь есть, будешь мерзнуть, энергии не будет. Те люди, которые работают много физически, им нужна энергия, им нужен жир, нужен белок. А человек, когда в офисе сидит целый день, кофе пьет, ну, для него ПП это кофе с кондитеркой, конечно. А манфагдом? Фагу. И теперь смотри, вот тебе нужно будет мелко орехи нарубить. Да. Ну, мы половину используем. Масамнямка, и потом уже это вот остынет. Да. Ее надо будет отжать и нарезать. Мгм. И начинаем собирать Мгм. супчик. А к почкам что нам нужно будет? Вот мука, зелень и лук, и сметана. Ян, а ты вот не скучаешь вообще по... Ну, у тебя же в одно время было прям несколько ресторанов в городе, один из лучших. Ты как бы организовывал банкеты, огромные, большие мероприятия на большое количество людей. Не скучаешь ты по этим временам? Сейчас Да. нет. Нет. Устал, да? Такой объем информации, столько работы. Ага. Я думал, за год справлюсь, сейчас 7 лет.
И еще, параллельно же идет работа над пятитомником, просто остинская кухня от А до Я, где есть просто рецепты. Чисто рецепты, и они будут разбиты на 5 томов, например, пироги отдельно, мясные блюда отдельно, чтобы доступно было. Отдельно будет, это издательство «Обета» делает, остинская кухня от А до Я будет тоже выпускать. Как круто. На ней тоже надо работать. Ну Как и потом круто. еще несколько проектов, уже энциклопедии Лаппанта, как говорят, артхурона Лаппанта, то есть из теста артхурон, потом еще всякие поделки делают для детей, также будут всякие мелкие книжки. Кстати, будет книга «200 блюд из остинской спаржи». Да Уже ладно? мы обсуждали с долиной спаржи, они готовы это профинансировать. Слушай, Да. а спаржа тоже как бы, ну вот с каких пор ее здесь выращивают? Я не знаю, сколько лет ее здесь Да. выращивают, но просто остины не знали, вот, что это спаржа, вот как А для сейчас чего нам нужно, спаржа. А спаржа на остинском языке шкунак. Ага. То есть это был один из ингредиентов такого блюда, как сахара. Ага. Блюдо из трав с добавлением сметаны. Но мы не знали, что спаржа автодишагу. Ага. Кстати, и физалис, за который вот очень много денег платим, он у нас везде растет. Ага. Такие коробочки. Я знаю, красивые красивые, очень, как эти китайские фонарики. фонарики, да. А у нас называется по-остински парыпов, Ага. по-дегорски перепов. К нам О. забежал на огонек шеф-повар ресторана Хоха Агнатий Кахунтов. Привет, Ты свой красавец. Тебя здесь как зовут? шеф? Алсу? Какое красивое имя. А ты поешь как Алсу? Не поешь? А чем ты занимаешься? Танцами? Красавица. Ты пришла попробовать наше блюдо, да? То, что мы готовим с папой, да, приехала? Да? У тебя очень талантливый папа, который тоже очень вкусно готовит. Какое самое любимое блюдо папина? Стейки? Ты такая маленькая, стейки любишь? Ничего себе, Привет, стейк дорогой. в таком Спасибо, возрасте. привет, Красный Аля, борщ? Спасибо, хорошо. Да. Правильно. Мы уже почти заканчиваем. Ты останешься? Есть у тебя время, чтобы с нами потом попробовать вкусняшки? Да? Ну все, прекрасно. А где я стейк возьму? Красивая какая девочка. Я понимаю, что у нас реально у бабули на всех мероприятиях на столе была осетрина. То, что касается рыбы, если это есть в эпосе, Да. если есть терминология, значит, это было у нас. Ага. Так же, как виноделие. Мгм. Да, оно сейчас возрождается, да, остины от этого когда-то отошли, но это, может, пару сотен лет было. А если есть слово «шан», Да. «шановщир», Да. процесс «шандусан», Представь. Ага. «бурко», Да. где это хранить, то есть термины, там А что тоже у меня такое бурко? Бурко – это керамический сосуд, в котором хранили вино. У нас Ага. все есть. У нас есть бурко-хафам, бурко-шан, приспособления все. Ну, даже. Если слово есть, оно не заимствовано, например, на русском языке, ну, хвино, Да. на грузинском, вино на остинском от латинского слова идет. А у нас оно такое родное, наше слово, и древнее слово. Значит, виноделие было. А еще такой, значит, неожиданная находка была. Я у коллеги в Балкарии взял рецепт забытого остинского праздничного пирога авцаргудон, то есть семислойный пирог праздничный. Ее бабушка ей когда-то рассказала, но она сказала, что ей подарила этот рецепт ее подруга из Дегорского ущелья. Если термин есть, надо его сохранить и визуализировать, потому что, ну да, вот так что-то называлось, а как оно выглядит? Мгм. Слушай, а попадаются люди, которые, ну вот ты прям чувствуешь, что вот свой рецепт какой-то важный, главный или какой-то секретный ингредиент никогда тебе не раскроют. Когда сюда приезжают знаменитые, именитые кондитеры или шеф-повара с мастер-классами, люди, которые приходят, уходят разочарованными, потому что они понимают, что какие-то свои главные секреты они никогда аудитории не расскажут. То, что касается вот тех, кто приезжает, Да. эти мастер-классы, самое главное, что они дают основные ингредиенты и технологию приготовления. То есть рецепт он один, разная технология приготовления. И 100% наши кондитера намного на голову выше превосходят всех вот Усовершенствуют этих. на свой лад, да? Конечно. Мгм. И не надо ждать, что там какой-то тебе рецепт он не даст, что там процент жирности сливок или чего-то. Ты это добьешься сама. У тебя даже случайно получится лучше. А бабушки там как? Вот к ней приходишь, например, говоришь, и что шушак зинат там разу? Маман шушак зинат ты. И она как-то стесняться начинает. А я говорю наоборот. Она говорит, на автонауди. Это не так. И они начинают это все рассказывать.
А некоторые рассказывают с такой Спровоцировал, да? гордостью, рассказывают, что я вот это знаю, я это сохранил, я это умею. Кстати, подряд мне две женщины, Гаджионт, они Гагиевы, Ага. и одна мне рассказывала про свое родное село Кашакджин. Почему Кашакджин называется? Потому что у них форель, они ее рукой ловили. Она говорит, я ее видеть не могла. Обалдеть. Постоянно у нас рыба была, вот то, что ты говоришь, рыба. Да. И она мне приготовила пирог, она даже бусы надела, такие белые, красивые. Она ждала, что я к ним съемке буду. К подготовилась? съемке. Съемки как? Я снимал это на телефон, она знала, что буду снимать, записывать. Она рассказывала разные рецепты. Потом я говорю, а вот пирог это с чем? Она говорит, позоной. Глаза прищурила. И вот этот момент, что я вот такой, и я этого не знаю, вот она от этого получила чуть-чуть удовольствия, и потом тут же мне это выдала. Ага. Это был кадурджин, а кударский кадурджин, вообще кударские пироги, там везде есть сыр, орех, они просто так ничего не делают. Все делают с сыром, с орехом. И она зеленую фасоль заготавливает, фалвахяканы, так, и потом замораживает. Подожди, вот стручковую. Стручковую, Ага, она ага. замораживает. И потом по мере надобности достает, оттаивает, перемалывает, смешает с сыром. Такой красивый пирог получается. А ты по вкусу не узнал, да? Я не узнал. Теперь вот это надо отжать. Это, наверное, я сделаю. Ну, таким же способом астинское классическое блюдо делает. Оно сахара называется. Это сезонные травы. Лебеда, там крапива, шпинат, щавель. А что для тебя самого было вот уникальным? Вот помимо вот этой травки еще какие-то были удивительные ингредиенты? Квас из подорожника, пиво из шиповника. Да ладно. Конечно. Ян, а вот если, допустим, этой травы нет, вот чем ее можно заменить, чтобы дома приготовить вот этот соус? Ну, в сезон лебеда. Любая трава, петрушку, укроп, любую траву, зеленый лук. Да. Так, зелень. А я еще, знаешь, что вспоминаю постоянно? Бабуля очень хорошо пекла сдобу. Она тесто хорошее делала. А я Файнуш это вот две невестки, да? Ее звали Надифа, они через дом жили. Когда уже тесто подходило, и надо было пирог собирать, я уже знал, бабуля скажет, су Надифа базур. Я шел, и Надифа приходила. У нее, значит, очки были. Одни, значит, здесь, одни здесь были очки. И ножницы тоже два вида. Одни тоненькие, другие потолще. Бабуля делала сдобу и начинку. Выкладывал пирог, а вот украшал его Надифа. Это кино было просто. Как она это все аккуратно делала. Разницу ножниц. Потом она, знаешь, если что-то мелкое, она другие очки надевала, начала надрезать. Они обязательно готовили по одному пирогу лишнему. Да? Ну, а потом это мы ели. И Надифа меня так любила, что она всех своих коров Яна называла. Так, значит, здесь у нас кипяток, зажарка, то есть лук обжаренный, да, на смеси сливочного и растительного масла, орешки много-много, зелени много-много, судя по всему. Есть такие блюда, которые наши старшие назвали вшаданта. То есть быстро что-то приготовить. Насытить, да. Кайладына кануна виден каркапсон. А салма кайла хоронат картаршфуцан. Все, закидывай. Так. В Северной Осетии Калагуда Захтон современный вариант приготовила Светлана Абаева. О, пахнет! Даже, да. Вот так, как в квасе пахнет. Ясно вам? Вы думали халам-балам? Как в квасе, точно. Ты посмотри. Ян, вот слово сахтон, мы привыкли, что это исключительно сахтон, либо нура сахтон, это сметана Нет, с чесноком. Сахтон это чеснок, сахтон Да. это суп, сахтон это рассол. Сахтон это вот солёная вода, то, действительно, о да, чем мы говорим, да, с листья перца, Да. все. Это такой универсальный термин, но как он появился? Соль грязная была. И были специальные... Толкушки? Сахоянта. Соль дробили, потом ее замачивали в емкости какой-то тоже. И та вода, которая поднималась сверху, чистая, а внизу осадок грязный, ее аккуратно сливали, еще раз заливали. И вот этот сахтон просто воду подавали к еде. Еду не солили, как сейчас. Мясо сварили, кинули до соли. Нет, подавали
термин был «сахчон харинаг раттой». Это значит, человек живет в достатке, он смог посолить блюдо во время готовки. А так подавали сахтон именно вот они. Потом к этому начали добавлять, кто-то на бульоне стал делать, кто-то на сметане стал делать. Потом сахтоном начали называть первые блюда. Очень много. Про соль можно целую передачу рассказывать. Мы снимем отдельную передачу. Масло. Конечно. Побольше. Все? Это готово. Да. Ребят, мы приступаем к готовке третьего блюда. Третье блюдо, тоже такое блюдо остинское, ну, может, забытое, но это блюдо из серии «У костра», да? Его еще называют урктайтолан. Нагрелось, добавляю масло растительное, добавь чуть-чуть. Мы их сейчас обжарим, протушим. До того, как мы начали готовить, я их замачивал 12 часов в воде проточной. Потом я их чуть-чуть проварил. Ты домашнюю работу 10. проделал, да? Ну, проделал, Подготовился? да. Добавил чуть уксуса, можно лимонного сока добавлять, чтобы все эти нехорошие ароматы ушли. Слушай, кстати, хаш. Вот я, например, очень люблю хаш. Это наше блюдо или не наше? Если на Кавказе есть, то не наше, нет. Это блюдо, у нас немножко его по-другому готовят, но тангтыбаш его называют, кахтыбаш его называют. Хаш классический, так как он должен быть, армянский, туда кишки не добавляют, там кроме ножек ничего нет. Знаешь, правильно, как хаш кушать? Хаш наваристый приносят, туда, значит, сухой лаваш. Свой армянский. Они вот столько туда добавляют, что такая густая получается смесь. Потом они такими специальными накрахмальными полотенцами себя накрывают и едят под полотенцем. А зачем? Ну, это хаш, это же лечебное после этого дела. Вот так, нет, ну, я не шучу, так его употребляют. Мои армянские друзья подтвердят. Добавляем много лука. Сразу ты добавляешь зелень? Конечно. Слушай, вот удивительно тоже. Я, например, обожаю кинзу и добавляю ее буквально во все. А где-то недавно в комментариях читаю, что как это можно эту зелень вообще есть, она пахнет клопами. Я не знаю, как пахнут клопы, но мне кажется, кинза самая ароматная зелень. Просто ты не знаешь, как пахнут клопы, и я не знаю. Нам повезло, да? Да. Присолим, чтобы сок дал. Слушай, а вот на самом деле ты сейчас не следишь за вот этими всеми, что можно, что нельзя? Знаешь, что меня удивляет? И сахар плохо, и дрожжевой хлеб это плохо, и масло это плохо. Господи, как выживали раньше? Люди жили до 100 лет, просто объясните нам. Я расскажу Давай. быстро историю. Это было в 90-х, когда стали снимать долгожители, как столетний мужчина в каком-то остинском селе, он сено косил. Ну, приехали снимать, и говорит, ну вот гости, ну пока, говорит, я буду оттуда спускаться, быстро, говорит, барашка зарежьте. Они зарезали барана, сварили, он сел, помолился, операторы, и там один из них был англоговорящий, не знаю откуда. И вот старик берет кусок жирного мяса, и вот так его в соль окунул, и только в рот наносить. Он кричит, no, no! И он говорит, сукано, переводчик переводит. Он говорит, вредно. Это нельзя, холестерин, вредно. И он так посмотрел, вот если бы, говорит, я знал, я бы, наверное, 150 лет говорит, прожил. Говорит, а так достанет только даже. Есть остинское слово барс, мера. Мера, да, То есть все в меру, Да. все в меру. В меру сладкое, в меру спиртное, в меру мясное, все в меру. И есть сезонность. То есть раньше сезон был, раньше помидоры или когда были помидоры. Да. У фрукты или когда были фрукты, определенно ранние фрукты, поздние. А сейчас у нас все это круглогодично. Я всегда, ты знаешь, вот всегда Новый год ассоциировался с запахом мандарин, это запах чуда. Сейчас, когда мандарины круглый год, ничего не радует. Правильно, поэтому, если бы ты со мной поехала какой-нибудь, например, про тот же Тон скажу, со мной там был гастротур, и отменили программу, и женщины, которые были на гастротуре, они со мной поехали в ЦОН, и есть такой, раньше девочек баловали термин «уалахчета», то есть когда только молоко заквашивается, такие сгустки густые молока нежные появляются, заквашенные уже, отделяются от сыворотки, и вот их мамы клали и медом поливали, девочек кормили. Я вот своих девочек гастротуров накормил вот этим. То есть вот они видели, откуда это взяли, они видели, откуда был мед. Я им это все полил и с чуреком покрошил, они это съели, выпили кофе и сказали, мы такого еще не ели. Вот если мы будем вот так питаться, чурек, какой еще ПП надо? Ну что? Так, это надо тушить. Водичку зальем, накроем, чтобы протушилось.
и потом уже мы его сейчас заправим. Это программа «Нараспашку». Мы приближаемся к финальной, самой приятной дегустационной стадии. Наше третье блюдо тоже практически готово. Готово. Какие последние штрихи? Я? Вы 3 мне? ложки. Провалится с мукой. Добавим сюда чесночок. Мгм. И добавим сюда сметану. Мы вообще солили. Так, перец, черный перец и гедигин детчин. Гедиген – это жечин. Мы с вами знакомы с этой приправой. А в русской вариации это чабрец, либо чабер, как ее Чабрец, называют. чабер. Да. Боже, сразу совершенно другой аромат. Совершенно. У блюда другой запах. Все, достаточно. Надо накрыть огонь на минимум. И потомить. Чуть-чуть потомить. Яхибаварза. Я думаю, я сейчас на 2-м месте точно буду. После Шурана. Ну что, ребят, самый приятный момент дегустации. И я напомню, что мы сегодня работаем в гостеприимном, уютном, красивом ресторане в этно-стиле, ресторане Хохак. И с нами обычно работает Надя Кахундов, шеф-повар этого ресторана. Сейчас он в отпуске, но узнав, что мы сегодня снимаем, он приехал к нам со своей прекрасной дочей. И вот сейчас он к нам войдет в кадр. Пост про наше заведение, про наш ресторан. Выручаю вам наш. Ага. Спасибо, Надя. Благодарю. Вона жандом бает. Сава хамар фараканат. Маняс бнат баркачем гудой зачем гудой хамар фот. Сава хамар фараканат. Ам чархай чиса сама калмакаши. Хуматагадам кушам арбасам алчидар ардге газармас баркат хаш ус баркада шехайкут фанды автезе кутхарска ну еще бинон ты мидага хамар фот ша куштай жадарай за что. Дай Бог всем здоровья, Надь, спасибо всему коллективу, все очень хорошо, прекрасно. Я пришел к себе домой, потому что это мои друзья здесь, но я себя почувствовал в вашем окружении как дома. И дай Бог здоровья всем. Ой, самый приятный момент. Ну что, давай угощаем нас. Наливать, смотри, как у нас снизу обязательно брать, чтобы вот этот жирочек наверху оставался, чтобы до конца этого жирочка хватило. Убираем. Сейчас мы добавляем средние водички, а потом самого вкусного поджарки вот так раз. Но это еще не все. Национальные остинские маслины. Конечно, Шой они гагата. росли высоко в горах, Ян Альбертович, правильно? Ну не росли, но мы же их любим. Так. И у нас еще в процессе, но я думаю, что уже пора его тоже, да? Иди понюхай, как пахнет. Посмотри, как пахнет. Ну вот сейчас уже да. Подожди, я забыл. А ну. Самый главный нюанс этого блюда. Оно же здесь не зря висит. Фью. Мужская энергия. Продаем, открываем бизнес. Как говорили повара старые, когда вкусно было, сам бы ел, но деньги нужны. Ну, деньги нужны. Так, надо запустить процесс пищеварения. Это натуральный остинский квас, кумал, зерновой. Такой, чуть-чуть там есть алкоголь, брожение. Мы подготовим желудки, чтобы вот это покушать. Савар. ПП. Мы сейчас все это будем пробовать. Подробный рецепт, как всегда, в конце программы. Программа подходит к концу. Я благодарю тебя за то, что ты сегодня так щедро поделился с нами своими знаниями, рецептами, какими-то такими сакральными вещами. И благодаря таким людям, как ты, наша история не становится музейным экспонатом, а передается из рук в руки, остается такой же вкусной, интересной, живой. И я хочу в память о нашей программе. Вот это ты сейчас все про меня сказал? Вот до Я этого? вот все про тебя сказала. Каждое Можешь слово. еще раз сказать? Еще раз. Вы хорошо записали это все? Что...
Мы от нашей программы, от наших партнеров очень вкусный, невероятный магазин Марбелья, рыбная лавка, икра Осетия. Вот такой подарочный бокс для тебя. Эти вкусности ты обязательно попробуешь. Марбелья, огромное спасибо за дружбу и партнерство. Спасибо Марбелю. В завершении давай какой-то такой приятный итог, какие-то, может быть, добрые слова. Пожелай чего-нибудь и себе, и нашим зрителям. У нас астинское слово красивое есть «болиц». Да болится, пусть сбудутся твои мечты. Но наши мудрые старшие всегда добавляли, если они угодны Богу. То есть, если угодно Богу, чтобы все ваши мечты сбылись, дай Бог всем здоровья в этом году, чтобы все, что негативное было в прошлом, прекратилось, и мы зажили так же, как вот несколько лет назад. Ну что, благодарю вас за то, что вы провели это время, надеюсь, с пользой. Готовьте по нашим рецептам. Желаю вам яркой, красивой, вкусной жизни. И все мы ждем выхода в свет в этом году пятитомника «Энциклопедия осетинской кухни» под редакторством Яны Цгоева. До встречи в эфире. Пока! Готовим рыбную солянку. Нам понадобится осетрина, помидоры, репчатый лук, морковь, соленые огурцы, растительное масло, зелень петрушки и укропа. Перец и соль добавляем по вкусу. Маслины используем для подачи. Осетрину хорошо промываем, опускаем в кипящую воду на 3 минуты, достаем аккуратно ножом, удаляем все жучки с кожи. Промываем под холодной водой, разделываем рыбу, снимаем кожу, отделяем мякоть от хрящей. Складываем хрящи и кожу в кастрюлю, и если есть голова, удаляем жабры, заливаем холодной водой, доводим до кипения, убавляем огонь. Снимаем пену, добавляем луковицу и стебли зелени и медленно томим. Готовим зажарку. У помидоров удаляем семена, нарезаем их большими кусочками. Лук шинкуем полукольцами. В сковороде обжариваем лук на растительном масле, добавляем помидоры и рубленые стебли зелени. Обжариваем все это 15 минут, помешивая. Из кастрюли достаем рыбную обрезь, бульон процеживаем, вводим пассеровку, солим по вкусу. Соленые огурцы нарезаем, добавляем в бульон и варим 5 минут. Рыбное филе нарезаем крупно, прибавляем огонь, добавляем рыбу, варим 5-7 минут, заправляем зеленью и перцем. Даем отдохнуть минут 10 и при подаче украшаем маслинами. Можно подавать с долькой лимона. Приятного аппетита! Готовим похлебку из ароника. Нам понадобится косичка сушеного ароника, приблизительно 1 метр, сливочное масло, репчатый лук, грецкий орех, зелень кинзы, мука, соль, перец по вкусу. Растапливаем сливочное масло на сковороде, обжариваем лук со стеблями кинзы. Орех рубим мелко. Сухой ароник опускаем на пару минут в кипящую воду, откидываем на дуршлаг. Муку обжариваем до кремового цвета. Ароник отжимаем и режем крупно. В кастрюлю с 3 литрами кипятка вводим пассеровку. Ароник доводим до кипения, вводим муку, помешивая, варим 2 минуты. Добавляем орех, зелень кинзы, соль, перец, провариваем 5 минут и даем настояться под крышкой 10 минут. Это очень необычно и очень вкусно. Попробуйте. Соус из почек – по-настоящему мужское блюдо. С ним, конечно, придется повозиться, но оно того стоит. Почки говяжьи, сметана, сливки, масло растительное, масло сливочное, репчатый лук, зелень кинзы, укропа, петрушки, чеснок, мука, уксус, соль, перец, чабер. Это все, что нам понадобится. Почки замочить в холодной проточной воде на 12 часов. Затем проварить 5 минут в воде с уксусом. Откинуть на дуршлаг, промыть. На растительном масле жарим лук со стеблями зелени до мягкости. Добавляем хороший шматок сливочного масла. Почки нарезать, добавить в сотейник, жарить 10 минут. Добавить рубленые стебли зелени и немного воды. Уменьшаем огонь и тушим под крышкой до готовности почек. Вливаем сметану или сливки по вашему вкусу, перемешиваем. После закипания добавляем обжаренную муку, тушим, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Заправляем рубленой зеленью, перцем и чесноком. Перемешиваем, посыпаем чабером, оставляем отдохнуть под крышкой на 5 минут. Приятного аппетита!